Selam алейкум, сагылы телесерджилер, рубрикамызга кош келдиңиз ве бүгүн сабак авесы кенеде сизлер үчүн мераклы бир субъектни азырлады. Шуның үчүн диккатлы бизни дыңңеңиз. Бүгүн достlar биз Дулбер кадын казыларыбыз үчүн мераклы сюрприз азырлады. Чүнки биздин мусафирimiz бүгүн маникюр устасы Мавиле Тагарова. Буйруңуз. Мавиле, сабаныз асылында насыл башлана ве неден? С утра начинаю с чашечки кофе, легкого завтрака и сбора на учебу. Aslında ne vakit manikürle uğraşmaya başladınız ve ne için, ne sizni meraklandı bu işte? Еще в школе я делала для себя маникюр, просто увлекалась этим. Мама предложила пойти на курсы, мы записались к мастеру на индивидуальное обучение, и так я начала работать, делать маникюр сестренке, маме, тете. Друзей тоже, и так как-то началось все. Алазырда насылдыр маникюр en популяр ve en актуаль, насыл маникюр сизден сұрайлар ve son kimine yanlıklar, yani новинкалар ақында нерде малюмат аласыңыз? Сейчас, ну и вообще актуальные маникюры, классический маникюр, он никогда не выйдет из моды. Лунный маникюр, скорее всего, стоит на втором месте. Однотонные покрытия всегда будут в моде, это бежевые цвета какие-то, смотря где тоже находится клиентка. Если она на учебе, то выбирают более бежевые цвета, чтобы было неприметно, незаметно. Если же просто, то марсал всегда в моде. Еще сейчас очень модно втирки, это как зеркальный эффект, призмы, очень интересно смотрится на ноготочках. Идеи я беру с социальных сетей, с Инстаграма, с Контакта, как и все, либо приносят клиентки какие-то интересные картинки и перекидывают потом в них. Мастер-класс мына бойле деген şeylerini ziyaret etесiniz ve ne sizni анда ilhamlandıra? Я стараюсь посещать всякие мастер-классы. Мне нравится это всегда интересно, это какие-то секреты мастеров, это знакомство с новыми людьми, обмен опытом, эмоции и сертификаты, конечно, которые привлекают клиентов, которым интересно идти к мастеру, который постоянно совершенствуется. Мавиле, мына шымда кыш келді, суықлар ve bizim қолlarımız hem de tırnaklarımız ayrı dikkatga layıklar. Мына кышта өз қолlarımız için nasıl кайгырмага керектир, насылдыр сырлары бар? В зимнюю погоду ручки очень сушат, мороз, ветер, поэтому нужно увлажнять ручки. Это можно делать и в домашних условиях, если у кого-то нет возможности пойти к мастеру, да и просто дома можно увлажнять ручки кремом, питать их, не забывать про кутикулу, увлажнять ее маслом. Насыл мына бөле бір халық рецептлері бар, оны мисал оларға интернетте оқымақ мүмкін, sonra ise өзіне епақ. Насылдыр васталар бізге керек? Девочки делают всякие ванночки для рук и кутикулы. Это ванночки с морской солью, на отварах ромашки, может быть, это вот как-то так. Тырнақларының остырывы, яғни наращивание, ең рахбетлі более процедуралардан бірі. Бұл ақта не айта білесіңіз, насыл менфи тарафлары бар ве музбет? Сейчас наращивание отошло на второй план, но все равно есть люди, которые делают его. Я считаю, что наращивание не особо вредит ногтям, потому что ногти под наращиванием растут свои. Многие просто прибегают к этому, чтобы отрастить свои ногти. Плюсы того, что они тверже своих, они блестят по-другому. Если поломаются, их можно легко восстановить. Минусы — это самой невозможно снять его. Нет, пытаются, конечно, но повреждают ногтевую пластинку, поэтому я не рекомендую девочкам снимать самим ногти нарощенные, все-таки обратиться к мастеру. И минусы. Скорее всего, портится ноготь только из-за того, что девочки сами пытаются снять. Насыл чешетлері бар, біз білеміз ки акрил ве гель мына васталары бар, о ақта не айта білесіңіз? Да, есть акрил и гель. Акрил более тверже, но он не имеет своего блеска.
Гель, он более мягче по сравнению с акрилом, гель легко может треснуть, поэтому если девочки печатают на клавиатуре часто, то как бы гель я бы не советовала. Акрил, он не дышит, и ноготочек, он устает. Нужно через каждые 3 недели снимать покрытие, чтобы ноготь дышал. А гель, он получше акрила, с ним ноготочек дышит, и под ним ноготь свой растет. Поэтому я посоветовала больше гель, и так как акрил плохо, тяжело наносится и имеет специфический свой запах, и не каждый мастер может им работать. Мисал olarak мен маникюрны yapıp не вақтан сон да бір келмеге керекім. Смотря что ты имеешь в виду. Маникюр, именно обрезку кутикулы, нужно делать раз в 2 недели. Ну и индивидуально у девочки, у каждых девочек по-разному растет кутикула. Некоторые каждую неделю обрезают, некоторые реже. Обновление именно самого покрытия нужно делать не реже 1 раза в 2-3 недели, смотря как относится к ногтям девочка, клиенточка. Если носит хорошо, можно и 3-4 недели, смотря тоже на состояние ногтей. Они уже сами это знают и звонят, когда нужно делать коррекцию. Шылак, bu процедура hakkında айтыңыз, білеміз ки о алазырда пек мод ве сізге aslında çok sizin клеткаларыңыз мына шылак істейлер. Шлак — это гелевое покрытие, оно сейчас очень востребовано, стоит на первом месте, я так считаю. Клиентки хотят в основном сейчас гель-лак, чем наращивание. Они предпочитают отрастить свои ноготочки, чем искусственные делать. Можно делать разнообразные дизайны, это очень интересно. Бывают 3-фазные гели и однофазные. Однофазные легче девочкам их себе приобретать, когда у них есть лампы, самой себе покрыть. Но это тоже нужно найти время, желание, и не у каждого получается аккуратно нанести. Біз маникюр устасына келіп, неге диқат айырмаға керекміз? Насыл о çalışmaға керектір мұны маникюр устасын? Нужно обращать внимание на то, как мастер обрабатывает маникюрные инструменты, дезинфицирует ли он их, если у него стерилизатор, обрабатывает ли он перед процедурой их, и использует ли он спирт, работает в перчатках, в маске, не обрезает ли он вас, если даже и обрезал, такое бывает. Редко, конечно, обработать спиртом сразу. На это нужно обращать внимание. Мавиле, біздің телесердилеріміз үшін нені телемеге істердіңіз? Я желаю всем здоровья, счастья. Не забывайте про свои ручки, ухаживайте за ноготочками, ведь ручки — визитная карточка девушки. Сағылы телесердилер, субетіміз сонына етті. Сабақаве рубрикасы сізлерінен неббетеке чықшына қадар сағылықлаша миле телеканалы елі олыңыз.